Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. После двухлетнего перерыва с 1 сентября объявлена подписка на газеты «Якутия» и «Саха-Сире» на первое полугодие следующего 2019 года. И сегодня более подробно об этом нам расскажут наши гости. Рада представить вам Ирину Васильевну Мартынову, выпускающего редактора газеты «Якутия», и Алексея Рудыха, журналиста, корреспондента газеты «Якутия». Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. 2 года газета выходила в таком режиме, когда она была в свободном доступе, да? Каждый мог ее найти на прилавках, в почтовых ящиках. Ну, в общем, была доступна, да? Какой итог можно подвести за эти 2 года? Доброе утро, дорогие жители Республики Якутия. В общем, надо сказать, что вот за эти 2 года газета выходила действительно с очень большим тиражом. Газета «Якутия» выходила с тиражом 50 тысяч экземпляров, «Саха-Сире» с тиражом 40 тысяч экземпляров. Действительно, газеты, они были доступны без... То есть не надо было ничего платить нашим читателям, они были бесплатные, и, соответственно, тиражи были очень большие. Но, как говорится, все течет, все меняется, и газета «Якутия» и «Саха-Сире» сейчас переформатируются. То есть с 1 сентября... Почему такое решение? Да? Мы, когда выходили с большим тиражом, ну, сами понимаете, что это дорого, да, что большие тиражи – это большие деньги, соответственно. И у нас получалось, что газета выходила на 24 страницах. То есть она была тонкая, но все же мы пришли к решению, что читать надо больше, что все же наши читатели, они не получают полностью всю эту информацию, которую хотели бы получать из своей любимой газеты, которая вот уже 100 лет в прошлом году отпраздновала. Да? Поэтому все же мы решили пойти на такой шаг, когда газета становится толще, практически в 2 раза. То есть это будет больше интересной информации, больше рубрик интересных, больше интерактива с читателями. То есть это прямое общение наших читателей не только с нами, журналистами, но и с представителями государственной власти. Вы понимаете, что газета «Якутия», она у нее учредитель правительства Республики Саха-Якутия, мы официальный орган правительства. Поэтому вот с такими целями все же мы решились на такой шаг, чтобы мы стали толще, интереснее. И получается, что с 1 сентября у нас открывается подписка на газеты, то есть мы возвращаемся к такому формату работы с нашими читателями и попробуем, в общем, получается, что за полгода, в принципе, цена не очень высокая, это будет 572 рубля. Для наших читателей. То есть за эти деньги человек 2 раза в месяц будет получать газету на свой адрес, толстую газету. В течение полугода. Да, в течение полугода. Это 12 номеров, 2 раза в месяц будет он получать интересную толстушку газеты «Якутия». Но самое интересное, да, наверное, для ваших читателей, останутся ли полюбившиеся рубрики, колонки? Да, хотелось бы дополнить Ирину. Газета «Якутия», как вы знаете, издается с 1917 года. В прошлом году она отпраздновала свое столетие. На сегодняшний день это старейший, действующий, причем печатный орган не только на Дальнем Востоке, но в целом по стране. Из стен редакции «Якутии» выпустилась целая плеяда известных журналистов, которые по сей день возглавляют даже не столько в республике, даже в других крупных городах печатные издания. Распространяемся мы по всей республике, в отличие от таких вот, скажем, небольших газет. Журналисты имеют возможность выезжать в любую точку на освещение любого события, чего не могут себе позволить более такие мелкие издания, просто в силу финансовых причин. Газета «Якутия» себе может позволить отправить корреспондента по любому экстренному случаю, даже в самый отдаленный арктический район. Точку, да? Ну, с этим разве что наши могут с Саха-Сире сравниться по таким возможностям. Ну, думаю, это один из факторов, который может повлиять на мнение читателя, на решение подписаться на газету в плане объективности, подачи материала. Ну вот вы сказали, что достаточно такие талантливые люди выпустились, да, из газеты, например, кого можно перечислить? Ну,
например, в этот, из этого списка? Олег Емельянов, известный журналист. Владимир Федоров, писатель, драматург, который также сейчас возглавляет литературный журнал в Москве. Так, ну, В общем, газета «Якутия» на самом деле это очень большая энциклопедия вообще якутской журналистики в республике. Я бы хотела немножко остановиться на, все же вернуться к подписной кампании, немножко рассказать о прерогативах для наших подписчиков. Да? То есть человек не просто будет получать толстую газету, но для него будут еще какие-то бонусы, да, соответственно. То есть если человек подписывается на нашу газету за 572 рубля, то ему будет предоставляться в будущем 25% скидки на все рекламные услуги, которые он, возможно, захочет заказать в нашей газете. То есть какой-то текст, какое-то поздравление. То есть он будет получать 25% скидку. А если он подпишется сразу на 2 издания «Саха-Сире» и «Якутия», то подписная цена для него будет на 15% дешевле. И еще один бонус, но это традиционный бонус для всех подписчиков, я думаю, ну это вот каждое издание это использует. В январе по итогам подписки наших подписчиков ждет розыгрыш призов. Я думаю, что призы наша коммерческая служба подготовила очень интересные, достаточно ценные. Так что, дорогие наши читатели, обязательно подписывайте вашу любимую газету «Якутия» и получайте вместе с нами не только удовольствие читать нашу газету, но и очень интересные и хорошие бонусы. Что ж, мне остается только присоединиться к вашим замечательным словам. Спасибо вам огромное, что пришли к нам этим утром.